أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا Мухаммад وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Салям алейкум, азиз достлар. Мы продолжаем изучение элифбе, и сегодняшний наш урок посвящен теме лунных и солнечных букв. В первую очередь нужно сказать, что в арабском языке есть категория определенности и неопределенности имен существительных. Когда имя существительное находится в неопределенном состоянии, в конце, для того, чтобы определить, обозначить это состояние, пишется тенвин в конце слова. Если же слово находится в определенном состоянии, для обозначения этого в начале слова мы пишем определенный артикль «эль». Никогда два этих состояния, тенвин и определенный артикль, не могут быть в одном слове, потому что они являются взаимоисключающимися. Определенный артикль выполняет следующую роль. То есть, когда мы говорим о каком-то определенном предмете, указывая на него, то мы как раз таки используем определенный артикль «эль». Также определенный артикль используется для того, чтобы показать значение большой буквы, как это, например, употребляется в русском языке. Например, когда мы говорим «эль-китаб», книга с большой буквы, то мы подразумеваем именно Коран. Давайте посмотрим, как на письме определяется определенный артикль и неопределенная форма, выражаемая тенвинами. Харфу та'риф, определенный артикль, пишется следующим образом. Это две буквы, буква сочетания элиф и буква лям. Над первой, над буквой элиф стоит фетха, над второй, над буквой лям стоит джезм. Элиф является так называемым васловым элифом. Это означает, что в начале слов он читается, но в сочетании с другими словами фетха выпадает и элиф не читается, просто ставится для определения, что здесь есть определенный артикль. Буква лям в сочетании с лунными буквами будет читаться всегда и будет обозначаться через джезм, эль. Однако в сочетании с солнечными буквами она будет ассимилироваться следующей буквой. И следующая буква будет удваиваться, а буква лям исчезает. В арабском алфавите есть 28 букв, 14 из которых мы называем лунными и 14 из которых мы называем солнечными. Почему буквы называются лунными и солнечными? Так же, как когда появляется солнце, исчезают звезды, а когда есть луна, звезды присутствуют, вот точно так же, когда появляются солнечные буквы, лям исчезает. А когда присутствуют лунные буквы, как видны звезды при луне, также и эти буквы тоже читаются как есть. И, соответственно, буква лям читается с сукуном. Какие буквы являются лунными? Это буквы элиф, ба, джим, ха, ха, айн, гайн, фа, каф, каф, мим, вау, ха и я. Если после определенного артикля «эль» идут эти буквы, то буква «лям» читается с джезмом, и следующие буквы, соответственно, читаются как есть. Давайте приведем примеры на каждую из 14 букв лунных, которые мы озвучили здесь. Аль-ахирату. Аль-ахирату. Это пример для буквы «элиф». Мы видим, что после определенного артикля «эль» идет буква элиф, ахира, однако буква лям читается с сукуном, с джезмом, и буква элиф читается, соответственно, как записано. Пример на букву ба. Аль-батину. Аль-батину. Буква лям читается с джезмом, с сукуном. Аль-ганию. Аль-ганию. Аль-хамду. Аль-хамду. Аль-джами'у. Аль-джами'у. Аль-китабу. Аль-китабу. Аль-валию. Аль-валию. Как мы видим, везде буква лям читается с джезмом, с сукуном, то есть читается л. Аль-халику. Аль-халику. Аль-фатху. Аль-фатху.
Аль-алиму. Аль-алиму. Аль-кахиру. Аль-кахиру. Аль-яуму. Аль-яуму. Аль-му'мину. Аль-му'мину. Аль-худа. Аль-худа. Как мы сказали ранее, если после определенного артикля «эль» приходит одна из солнечных букв, то буква «лям» ассимилируется, ее не видно, как если бы появилось солнце и исчезли звезды. Солнечные буквы следующие. Та, са, далун, залун, ра, зайн, син, шин, сад, вад, та, ва, лям, нун. Если после «эль» приходит одна из этих букв, то буква «лям» не читается, а следующая буква, соответственно, те, которые мы произнесли, удваивается. Давайте приведем примеры. Ат-таибу. Пример для буквы «та». Здесь мы видим, что над лямом нет никакого знака. Над буквой «та» стоит удвоение «шедде». Это означает, что буква «лям» не читается, а буква «та» удваивается. То есть, когда к слову «таибун» добавляется «эль», мы читаем «ат-таибу». Еще раз. «Ат-таибу». Давайте рассмотрим следующие примеры. «Ас-сакибу». «Ас-сакибу». «Ад-ду'ау». «Ад-ду'ау». «Ад-захабу». «Ад-захабу». Буква «заль» удваивается, «лям» мы не читаем. «Ар-рахиму». «Ар-рахиму». «Аз-закату». «Аз-закату». «Ас-сабилу». «Ас-сабилу». «Аш-шамсу». «Аш-шамсу». «Ас-салату». «Ас-салату». «Ад-духа». «Ад-духа». «Ат-тайру». «Ат-тайру». «Ад-захиру». «Ад-захиру». «Ал-лейлу». «Ал-лейлу». «Ан-наджму». «Ан-наджму». Лунные и солнечные буквы необходимо запомнить, заучить их на практике, чтобы правильно читать слова. Но нужно обратить внимание, что в случае с лунными буквами над буквой «лям» стоит джезм, сукун, а в случае с солнечными буквами над буквой «лям» нет никакого знака, на следующей букве стоит шедде, поэтому каждый может прочитать это правило правильным образом. Ну и еще, говоря о лунных и солнечных буквах, нужно сказать, что по-арабски луна это камар, а солнце это шемс. И, соответственно, когда мы говорим слово камар и добавляем к нему определенный артикль, то получается лунная буква аль-камар. Когда мы к слову шемс, солнце, добавляем определенный артикль, то получается аш-шамсу. На этом наш урок завершен. Вассаляму алейкум ва рахматуллахи та'аля ва баракату.